Добрый день. На этом выпуске мы поговорим о работе представительства Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности в Республике Саха-Якутия. Узнаем, чем занимается новое ведомство, какие цели и задачи перед ними стоят. Наш гость, руководитель представительства Юлия Бурнышова. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Афанасьевна, расскажите, пожалуйста, в чем заключается работа вашего центра, когда вы открылись? Короткое название ведомства – это РЦИС. А на самом деле полное название – это Общероссийская общественно-государственная организация. В нашей республике представительство открылось совсем недавно, в мае 2024 года. Когда мы говорим «Российский центр оборота прав», что такое оборот прав? Это возможность передачи, продажи, аренды чего? Результатов творческой деятельности. Да? И вот когда мы говорим результат творческой деятельности, это очень огромное понятие. Это не просто авторское право на произведение, на стихи. Это все, что нас окружает. Вот где мы сидим, это все создал человек. Дизайн, технологии, тексты, сами формы. То есть творческая деятельность не только физического лица, а компаний, предприятий – это всеобъемлющий термин. Российский центр интеллектуальной собственности помогает всем авторам, всем правообладателям оформить и зарегистрировать свои права. Потому что когда мы говорим «интеллектуальная собственность», мы должны аналогию поставить с термином «собственность», то есть это недвижимая собственность, движимая собственность. Когда мы говорим о недвижимости, это квартира, земля, дом, мы прекрасно понимаем, если он без документа, то у нас есть риски. Например, квартиры, конечно, они все с документом, да, мы все идем в Росреестр при купле-продаже, а дачные участки – какие-то старые участки, или их выделили, но не оформили. И буквально там начало 2000-х годов, там 90-е, иногда документов не было, терялись, закрывались соты, и все шло через суд. Да? То есть очень много было таких судебных дел, особенно по земле. И сейчас именно я почему аналогию с недвижимостью говорю, потому что у каждого объекта недвижимости сейчас в России есть не просто номер, а транзакция. Благодаря этой системе блокчейн-технологии в сфере недвижимости есть возможность регистрировать квартиры в банке. Вот когда мы идем оформлять ипотеку, раньше обязательно надо было идти в Рекпалату, тогда она так называлась, да, Росреестр, чтобы получить заветное свидетельство. Сейчас в любом банке, где дают ипотеку, есть возможность все оформить. То есть Росреестр дал возможность всем институтам, это и банковская система, и налоговая, которая бдит за нашими налогами. Раньше же был заявительный характер. Вот ты принес документ в налоговую, что у тебя есть квартира, и тебе начислен налог. Сейчас это делается все автоматически, да? Как и с автомобилями. И вот видите, везде вот эти реестры, они уже цифровые. Вот мы госуслугами как замечательно пользуемся, да? И вот Российский центр интеллектуальной собственности, он именно этим и занимается. То есть у нас интеллектуальная собственность – это не просто какое-то эфемерное название, это уже действительно собственность, это документ, который каждый автор, каждое предприятие, которое что-то создает, вот все что угодно, оно может спокойно знать, что есть федеральный реестр, где все можно оформить и зарегистрировать. Это дает не просто спокойствие, да, документ в сейфе лежит, можно поставить на баланс. Это дает прозрачность сделки. Вот это самое главное. И это огромная сейчас задача стоит вот перед общероссийской общественно-государственной организацией нашей, внедрить это повсеместно.
И, например, когда открывалось представительство в Республике Саха-Якутия, это не просто оно открылось, было подписано соглашение в ноябре прошлого года на федеральном форуме «Цифровой алмаз», где наш глава Айсен Сергеевич, да, он не просто подписал очередное соглашение, мы же стоим, наша республика стоит на пороге креативной экономики, не просто индустрии, потому что мы народ такой творческий, это очень огромный пласт творчества, который необходимо защитить. Именно РЦИС содержит эту огромную федеральную сеть, она так и называется, сеть РЦИС РФ. То есть это сеть, которая содержит весь банк данных. Проще говоря, его еще называют озеро данных. И кто им пользуется? Вот когда я сравнила с недвижимостью, да, этим реестром пользуются и налоговые, и социальная, да, сфера, чтобы кому давать льготу, кому нет. Эта сеть содержит множество узлов, которые соединяют Роспатент, Минцифры, суд по интеллектуальным спорам Российской Федерации. Да? То есть это то озеро данных, где любое ведомство, которое работает с интеллектуальной собственностью, может увидеть, что это автор, у него есть произведение, и он именно это произведение продает, а не какое-то другое. И на базе этой сети есть несколько платформ, я бы даже сказала множество. Это платформа по регистрации самой, да, по фиксации, отдельно по хранению, то есть это огромные сервера, это блокчейн-система, которая дает возможность это все хранить, подтвердить. Помимо этого есть огромная платформа IPEX, которая дает возможность продажи этого оборота прав без участия юристов. Это же самое главное. Также там есть, наверное, интересно будет такая платформа, как SafeCode. То есть это подтверждение того, что наше программное обеспечение создано, как импортозамещение, да, полностью российское. Есть специальные сервисы антипиратства. То есть их большое множество, куда спокойно могут все федеральные ведомства обращаться, и Министерство образования, и Министерство культуры, за подтверждением. То есть это очень огромная на самом деле работа проделана Российским центром интеллектуальной собственности по, даже, можно сказать, по выстраиванию этой архитектуры. В реестр как нужно войти? Само представительство, да, у нас в республике, оно работает именно как представительство, и мы освещаем деятельность, да, то есть мы не оказываем сами эти услуги, но реестр, он открытый, то есть любой автор заходит в сеть интернет, находит платформу, РЦИС, и это заявительный характер, потому что по гражданскому законодательству, да, любой автор, я напишу стихотворение, закон и государство меня уже защищает по праву создания произведения. Но когда мы понимаем, что сейчас сеть интернет, плагиат, да, это очень неприятно, когда автор, он как обижен. И получается, там, где деньги, там люди более осведомленные. Там, где денег меньше, там меньше осведомленности. И, конечно, да, когда мы говорим, зачем нужен продюсер? Музыкантам, даже продюсеры же есть не только у фильмов и у музыкантов, даже у писателей, да, которые менеджеры, агенты, которые их продвигают. И именно они это знают, потому что на самом деле автор, он должен творить. Творец должен творить. Он не должен сидеть и что-то там по нотариусам ходить, и какие-то делать
действия, которые мешают ему творить, которые угнетают его, возможно. И для этого мы заходим в эту сеть, регистрируется автор как автор, он заносит свои паспортные данные, да, то есть это, возможно, это скоро будет через госуслуги делаться, да, через 3 года, может раньше, сейчас так быстро все уже будет упрощено, потому что уже сейчас это достаточно просто. Да. Ты вносишь себя, ты вносишь свое произведение, и самый главный вопрос, как заявитель считается изначально, что он честный. Да? И почему это делается? Потому что транзакция, то есть регистрация, она уже ее невозможно стереть. Вот в чем преимущество блокчейн-технологии. То есть эта транзакция, самое главное, она фиксируется навсегда и везде в этом федеральном реестре. Это самое главное. И когда люди, авторы боятся мошенников, или, например, даже предприятиям неприятно, что кто-то возьмет, зарегистрирует, да, я говорю, наоборот, это хорошо. Это будет клеймо на всю жизнь. А вот как будете следить за тем, как кто-то может зарегистрировать чужое, пользуясь неосведомленностью автора, например, создателя? Как я уже сказала, сеть РЦИС сильна тем, что транзакция уже не исчезает. Это как, например, мошенники с квартирами, да, они, помните, бывают такие передачи, арендуют чужие квартиры, потом приходят собственники или арендаторы, и что это такое. И бывает так, что настолько хорошо подделаны документы, это же уже уголовное преступление. Суд все, конечно, это видит, и все права возвращаются. С авторскими правами тут получается как? Мы представляем гипотетический мошенник, который зарегистрировал чужие права. А мошенник – это априори уголовная ответственность. И тут, конечно, авторам нужно просто заявлять. Это же заявительный характер, пожаловаться, да? В самом тяжелом случае это идти в суд. В самом простом даже и милиция, и прокуратура это все улаживает сама иногда. То есть именно государство же у нас защищает автора. А государство каким образом защищает? Посредством милиции, посредством внутренних органов, да, прокуратуры, каких-то следственных действий. Или в крайнем случае обращаться в суд. Поэтому у нас за автором это все остается. Это все равно право за автором. Такие представительства есть во многих регионах, да, и вы сказали, одни из первых субъектов Дальнего Востока. Про это, пожалуйста. Представительство РЦИС есть, наверное, в половине уже регионов. Наше представительство, оно чем выделяется от остальных, как я считаю, да, потому что наша республика, она действительно одна из лидеров, кто не просто хочет, чтобы у нее была креативная экономика, индустрия. На самом деле индустрия уже есть. Она была все время. Но когда мы говорим о креативной экономике, это о том, чтобы инвесторы поверили в нашу креативную экономику. Нужно защитить, оформить и просто представить, что наши производства, что наши дизайны, да, что на них никто не подаст в суд. Представьте, крупная компания вкладывается в производство, я просто утрирую, посуд или дизайн одежды. Они же обязательно требуют гарантий, что вы заключили договор с художником, что вы заключили договор с дизайнером, да, и это все нужно им представлять, отчитываться, потому что, извините, не заключили вы договор с художником, художника наняла другая компания, ушлые юристы, а это все законно. Это нет такого, что это незаконно. Подписывает с ним другой договор, и риск инвестора огромный. То есть он вложил там сотни миллионов, и он должен знать, что его
деньги не просто вложены, а они защищены, в том числе вот посредством дизайна. Потому что мы понимаем, что это я говорю только про интеллектуальную собственность, а инвестор же смотрит на охрану труда, чтобы там крыша не упала на людей, чтобы не возмещать расходы, да? Она смотрит на там, основные средства, там, хорошая ли компания, вообще руководитель какой. Ведь в каждое, знаете, бюджетное учреждение справку требует с МВД. Да, то есть, а любой инвестор это такое же как бы бюджетное финансирование, да, только оно частное. Поэтому риски смотрят все. Но когда мы говорим о таком виде деятельности, где больше дизайна, ведь мы же понимаем, есть белая чашка, простая, которая стоит там 300 рублей, есть белая чашка, но с нанесенным логотипом фестиваля, да, какого-нибудь, и мы знаем, что это лимитировано, конечно, она будет дороже. А если чашка еще и вот с таким индивидуальным дизайном, конечно, она будет еще дороже. То есть помимо того, что трудозатратно ее сделать, так еще и покупатель-то покупает глазами, как вот ушами и глазами, да, то есть вот эта вся добавленная стоимость, она должна работать в нашу сторону, в сторону наших производителей, наших авторов. Потому что, я считаю, если производитель сам не защищен, он же экономит. Он на всем будет экономить, и на авторе будет экономить. Чем больше возможностей, тем, я считаю, больше средств и доходов. РЦИС создан также для стимулирования оборота прав. Это подразумевается продажа интеллектуальной собственности, да? Облегчение этого процесса. То есть, когда мы говорим, что преподаватель, допустим, в школе, в университете делает свои дизайны, рисунки, и ей некогда ходить, себя продвигать. И она, естественно, он, преподаватель, выставляет, например, свои рисунки в социальных сетях. И пошло-поехало. Кто где скопировал, кто где установил. Теперь этот человек может спокойно внести в платформу. Самое главное, что они бесплатные на самом деле. Там идет оплата именно с продажи. Понимаете, да? То есть там нет такого, что ты поставил и платишь, и ничего не получаешь. Тут хотя бы ты разместил свое произведение бесплатно и ждешь, допустим, каких-то выплат, или ты договариваешься, но тебе не нужно нанимать юриста, который будет делать договор, потому что в этой платформе все четко указано, то есть понятно, за какую сумму, на какой срок, на какие там поверхности, то есть для мебели, там, для одежды, да, то есть все понятно, там нету тяжелых терминов. А вся юридическая подноготная, она уже априори стоит для автора. То есть там все так настроено, чтобы не обмануть автора, не обмануть покупателя тоже. Зачем нужно оформление прав? Я уже сказала, что любое творчество, оно охраняется государством с момента создания. То есть не обязательно оформлять права. Но когда мы говорим о производстве, когда мы говорим о продаже, о защите, тут уже необходим документ. Да. На самом деле компании многие пользуются внутренними документами. То есть они создают специальные положения об учете нематериальных активов, об учете творческих активов своих работников. То есть это все есть на самом деле. Но когда мы говорим об инвестициях, например, за рубежом есть такая практика кредитования в залог интеллектуальной собственности. Это когда патент, ты что-то создал, ты можешь заложить и получить денежные средства. И у нас в России такой институт тоже уже действует. Первые были в Москве. И сейчас в различных регионах тоже хотят опробовать эту программу, потому что, например, как мы можем представить, заложить видеоклип, да? А ведь он же продается. То есть все, за что получают деньги, за чертежи, это как страхование картин. То есть все, что продается, это все стоит денег, это все оценивается. То есть квартиру можно оценить подешевле, подороже,
И у оценщиков есть специальные методики по оценке и нематериальных активов, вот это патентов, творческих произведений. И это все, если оно оценено, банк, почему бы и не получить? Это же тоже имущество, это собственность, как я уже сказала, как недвижимость, как автомобиль. Просто банкам проще выдать под залог недвижимости, а не под залог интеллектуальной собственности, потому что еще нету вот этого рынка. А сейчас это будет возможно. Юлия Афанасьевна, где вы базируетесь? Как к вам можно попасть? Как с вами связаться? Да, мы специально находимся в самом центре города, в IT-парке, проспект Ленина 1, офис 404. Юлия Афанасьевна, спасибо, что пришли к нам в гости, поделились работой вашего центра. Удачи вам. Спасибо, что пригласили.